улица Коммунистическая, центр Сыктывкара. Именно здесь, по статистике, чаще всего происходят дорожные инциденты с велосипедами и самокатами. За последний год уже 125 ДТП. В 7 случаях серьезно пострадали люди. Эту горку возле торгового центра облюбовала детвора на самокатах. Скорость двухколесный транспорт способен развивать приличную. Вот только сделать экстренную остановку водитель сможет едва ли. Не спасают юных лихачей даже дополнительные способы торможения. Кроссовок служит для тебя тормозом, правильно? Да. Иногда можно просто спрыгивать, если большая скорость не давать. Иногда бывает неудобно, потому что дороги либо кривые, либо там вообще что-то из них вырвано. То есть можно просто, может переднее колесо сцепиться, ты можешь вот так вот улететь. А если еще и большая скорость, то очень больно будет. Школьники признаются, несмотря на интенсивное движение пешеходов, предпочитают кататься именно в центре. Здесь выложен свежий асфальт и отсутствуют неровности. А вот ездить на самокате во дворе, по словам ребят, не всегда безопасно. Опасно по дворам, там, где плохой асфальт. Плитка, да. Вон там вот, она, там нету иногда плитки. Или сейчас вон там вот возле Вечного огня. Да, возле Вечного огня там сейчас очень много, то есть всяких таких дырочек. А пешеходы как вот на вас реагируют, когда вот вы передвигаетесь? Да, ругаются, типа мы быстро едем, вдруг собьем. В госавтоинспекции уверены, обезопасить пешеходов от других участников дорожного движения смогут велосипедные дорожки, где полноправными хозяевами будут только водители велосипедов и самокатов. В последнее время на тротуарах города стало небезопасно. Любой желающий может взять в аренду электросамокат и передвигаться по тротуарам со скоростью автомобиля. Если говорить о безопасности, то у самокатчиков должна быть своя дорога, а у пешеходов своя. Разделение потоков является эффективной мерой профилактики дорожных аварий с участием автотранспорта и действенной мерой в обеспечении безопасности пешеходов. Отсутствие специальной разметки, особенно на центральной и самой большой улице города, это игнорирование проблем пеших участников дорожного движения. О правилах передвижения по тротуару и проезжей части многие любители двухколесного транспорта прекрасно знают. Но вот почему-то нередко пренебрегают ими, подвергают себя неоправданному риску. Ребят, когда мы едем по тротуару и впереди нас вот такой вот выезд с дворовой территории, видите, это маленькая дорожка, да? Да. Но все равно выезжают машины отсюда, и сюда машины заезжают. И если вы будете на большой скорости ехать на самокатах, ни водитель не успеет среагировать на вас, ни вы на него. Поэтому что надо сделать? Спешиться, вот тем правильно напарник сказал, спешиться нужно обязательно, то есть встать пешеходом и перейти дорогу пешком. Передвигаться по пешеходному переходу верхом на велосипеде не только опасно, но и накладно. Штраф за это правонарушение – 800 рублей. Эта женщина, невзирая на правила, предпочла сэкономить время, даже с риском для собственной жизни. Добрый день, инспектор ДПС, там полиция Николай Александрович. Виновата, к сожалению, нарушили. Не спешились на пешеходном переходе, хотя должны были спешиться. Стоит отметить, что данное правонарушение очень часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям, особенно к тем, в которых у нас пострадали люди, а именно велосипедисты. Потому как скорость велосипедиста во много раз больше, чем скорость пешехода. Естественно, водитель транспортного средства, механического именно автомашины, не успевает среагировать на данного велосипедиста. Кроме того, в правилах дорожного движения водитель автомобиля при подъезде к пешеходному переходу обязан пропустить на нем именно пешехода. Водитель велосипеда не является пешеходом. А это уже микрорайон «Строитель». На глазах патруля ДПС дети пересекают проезжую часть верхом на велосипедах. Малолетние нарушители выехали на оживленную улицу без сопровождения взрослых. Так, молодые люди, как мы должны осуществлять проезд пешеходного перехода? Переход пешком, все верно. Чего не спешиваетесь? Да мы просто своего друга потеряли. Подъехали к пешеходному переходу, с велосипеда слезли, велосипед взяли за руль, рядом с собой спокойно перевели. Перед этим посмотрели налево, направо, убедились, что безопасно дорогу переходить, вам все уступают и переходите по пешеходному переходу. Мальчики с 7 и 8 лет оправдываются, дескать, потеряли друга. Очень боялись с ним разминуться, поэтому, невзирая на опасность, спешили к нему навстречу в назначенное место. Теперь за их проделки придется ответить родителям. В случае выявления нарушений несовершеннолетними велосипедистами в возрасте до 16 лет сотрудниками полиции составляется материал с указанием всех данных несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей. В последующем материал направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении ответственности родителей или законных представителей несовершеннолетнего.
Школу, где учатся мальчики, посетит специальная комиссия, которая проверит, проводили ли педагоги обязательные занятия с детьми по соблюдению правил дорожного движения. Родителям юных нарушителей за неисполнение обязанностей по их воспитанию грозит административный штраф.